Дорогие друзья, в сегодняшнем видео я хочу рассказать про хобби, про увлечение и про наши новые направления, про декоративную реставрацию столов, мебели и наши дальнейшие планы по реставрации. И хочу показать вам, чем увлекаются наши дети, какие подделки делаем. Итак, в этом видео много творческих работ, поэтому оставайтесь на канале. Первое видео начнем декоративные рамы на стене. И сейчас Катя расскажет нам, почему она именно такой декоративный метод придумала и решила декорировать нашу кухню. Я хотела заполнить это пространство чем-то интересным. Нашла такая вот была простынь. Мне понравилось, что там было много таких разных кубиков. Мы ее разрезали. Потом на картонку обклеили. И потом уже картон приклеили на двусторонний скотч к стенке. И на 5 сантиметров вокруг сделали рамочку прямо на стене, нарисовали краской. У нас новый проект. Двухспальная кровать на втором этаже над косяком дверной. Это у нас не первый такой задумка. Мы нечто подобное уже делали в Кыргызстане. Наш дом, крошечный дом называют, 18 квадратов. Как-нибудь еще отдельно про него выпуск сделаю. Наша задача заключается в том, что мы закрепили здесь уголки. И здесь будет планка такая деревянная. Вот. И здесь тоже будет она крепиться, такая специально тонкая, толстая, где-то около 10 сантиметров. Здесь она будет крепиться. И обшивка будет интересная. Покажем. Здесь шкаф. Кстати, эта фирма, у них разного рода техника продается, начиная от держателя телефона и даже вот такой лобзик. Залазить под наклоном. Тогда нужно ступеньки тоже под наклоном делать. Здесь она будет так, да, будет примерно. Да. Здесь ступеньки будут вот так на шарнире уходить к стенке. Собираться лестница будет. На второй этаж, да? Старый шкаф будет реставрировано. Частично уже начаты работы.
результат будет. Это было докрутили. Здесь тоже будет заштукатурено, замазано, потом перекрашено. Вот одна стена уже готова. Смотрите. Еще не готова. Здесь был скотч. Очень плохо отдирается. Здесь будет по задумке декоративная рамка магнитная для напоминания. Доска, да? Доска для объявлений будет. Теперь мы хотим только забелить чуть-чуть. То есть нам не нужно ее полностью красить. Будем вытирать это все. Мы тряпочкой смываем. Нам нужно, чтобы фактура дерева была видна. Тряпочка ХБшная. Сухой тряпочкой. Еще дай тряпочку. Эко-декор, шпаклевка по дереву. Вот таким образом реставрируется мебель. Сейчас покажу вам. Ну, вот здесь я уже намазал. Здесь тоже дырочки были. Уже там шкурит. Вот берем так. Шпатель маленького нету. Придется вот так вот намазываем. Здесь то же самое, дырочки намазали. Потом будет здесь шпаклеваться. Нашли такой комод. Он как раз по размеру сюда подходит. Хотим его туда установить, чтобы получился такой полезный шкафчик. Не просто пустой, чтобы можно было что-то складывать. Тут есть ящики, пока выдвинули. Будем его декорировать в один стиль. Вот эта полосочкой будет резать буквально полмиллиметра, не входит. Уголочки воском. Ну, воск. Ну, не воск, у меня парафин с вазелином. Потом отдельно покажу, как я это сварила. Он тоже эффект защищает от влаги дерево, поверхность. Нужно матировать. А что это, ты объясни? Это салфетки наклеили клеем ПВА. Там была не очень красивая задняя часть. Сверху покрыли еще камеру. Немножко забелила. А теперь затемняю уголочки. Здесь еще будет надпись трафарета.
Дорогие друзья, нам еще подарили бутылочную тыкву, но из них можно делать очень интересные сувениры в виде светильников. Вот, как-нибудь покажу. Очень интересное увлечение наших друзей. Вот, тоже хотим попробовать. Из них можно сделать светильник. Раньше в древности в них в пустыне использовали как бутылку. Здесь отрезали. И здесь внутри находятся семечки. Вычищали и потом туда наливали воду, и она держала 3-4 дня. Снаружи-то ничего с ними не произойдет, но снутри она надлежит к гниению. Вот такая интересная бутылочная тыква. Еще занимается вот такими, увлекаются они, клеят обложки для блокнотов. Это специальный поролон, мягкий поролон, который стелится в детских садах, чтобы дети не поцарапались, не упали, не набили себе шишку. И вот нас решили в виде кубиков положить на кафель. Классики прыгать, сальто делать удобно, гимнастику заниматься. Ну и заодно от него идет тепло зимой. Вот еще такую хрюшку сделали в виде копилки. Из того, что есть. А это уже подставка для телефона. Тоже своими руками. Примерно так. Или так можно поставить. Вот собираем пазлы. 1000 штук. Практически собрали, но это требовало больших усилий. Затягивает, увлекает.